Через 25 минут мы будем в Туркме. Итак, дорогие товарищи, примите от нас эти подарки, как знак любви туркменского народа к вам, защитникам нашей Родины и свободы. Гюзель Анна Мурадова, наша знатная ковровщица. Она освоила мужскую специальность и вырастила этого коня для самого храброго воина. Наш колхоз Гюль-Олег дарит вам этого коня. Его зовут Мургаб. Желаю вам доскакать на нем до Берлина. Есть доскакать до Берлина! Спасибо за подарок. Теперь, как посмотрю на него, так и вас вспомню. А без коня не вспомните. И без коня вспомню. Я вас никогда не забуду. Вот, товарищ Гюзель. А значит, вы сами ткали эти хуржумы? Да. А как понять вот этот черный узор? Этот? Да. Это след коня. А? Это след верблюда. А вот это роза. Роза? Да, роза. Говорят, давно в старину ее выткала одна ковровщица. Немного роз было в старой Туркмении. Увидела девушка тот самый миг, как расцветает роза. И сохранила это на ковре. Интересно. И еще говорят, что тот, кто увидит миг, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут в любви. Интересно. Ой, какой глубокий снег! Не упадите. Провались. Ну что? Осторожно, осторожно. Ой, елочка. Как здесь красиво. Точно сказки. А вы как Снегурочка. Немец. Извиняюсь.
До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Сагбаран. Сагбаран. Хотел бы я сейчас очутиться вместе с вами в Туркмении. Сейчас там тепло, солнце, розы цветут. А вы были у нас? Нет, мне Керим рассказывал. Но я собираюсь. Приезжайте. Приеду. Обязательно приеду. Вот только кончится война, так и айда в Туркмению с Керимом. Только известите, мы вас встретим. Да вы забудете. Нет, нет, я не забуду. Я пришлю вам телеграмму, а вы, если не забудете, дайте ответ на станции за востребование. Хорошо? Хорошо. Жду вашей телеграммы. Ну, вставай, вставай, Захар, Туркмения! Туркмения! Вставай, вставай! Вставай! Туркмения? Ну да. Ух, сколько солнца! Ну что, правда я говорил? Солнечный Туркменистан. Да, действительно, солнечный. Привет председателю колхоза «Адвокат». Айбиби! Рад видеть председателя колхоза Гюлялек. Салам, Айбиби. Салам, Алты. Приехала посмотреть вашу работу. Правильно делаешь. Наши колхозы соревнуются, и мы должны учиться друг у друга. Привет, кумыс, шоферу первой категории. Здравствуй, старый. Желаю тебе достигнуть той же категории на твоем драндулете. Для вас я готов сделать невозможное. Как тебе нравится наш хлопок? Хороший хлопок. Очень хороший. Можем поделиться опытом. Спасибо. Но я думаю, что у нашего хлопка волокно будет длиннее. Будем рады вашим успехам. Так же, как и вы, надеюсь, будете радоваться нашим. А в чем же вы думаете быть впереди нас? На скачках. Наш конь Каракуш займет первое место. Какой вы самонадеянный, Алты-ага. Никогда ваш Каракуш не обгонит нашего Меликуша. Ваш Каракуш будет глотать пыль из-под копыт нашего Меликуша. Ты можешь это увидеть только во сне. Давай поспорим. Давай. На что? На все. Как на все? Проиграешь, я тебе поцелую. А, ты не веришь в своего Каракуша. Хорошо. А ты сбреешь усы. Усы? Что, не веришь Меликушу? По рукам. Давай. Ты проиграл. Как? Завтра к нам приезжает Керим. Керим? Керим сам будет скакать на Каракуше. Конечно, твой сын Керим знаменитый джигит и первоклассный тренер. Но найдется тренер и для нашего Меликуша. Еще мы посмотрим, кто победит. Это покажут скачки. Ну, послужила на фронте, а теперь на отдых. На отдых. Керим, как ты думаешь, ответит мне Гюзель на телеграмму? Обязательно ответит. Это так же верно, как мы в Туркмении. Эй,
Кумыш, куда ты едешь? Еду на станцию встречать Керима. Я тоже еду на станцию. Кумыш, хочешь, я тебе басню расскажу? Ну что ж, говори. Жил один шофер на свете. Ездил на мотоциклете. Был шофер влюблен в Кумыш. Правда, что ты говоришь? Он просил Кумыш ответить. Может ли взаимность встретить? Что ж ответишь ты, Кумыш? Проворованный клетик! Салам. Салам. Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка, а где здесь почта? Там почта. Там? Пойдем. Вот мяч попадает к Демину. Он бьет вперед, но Хомич, вратарь динамовцев, забирает мяч. Отправляет его в поле. Неплохо сыграл Хомич. Теперь напряженный момент у ворот Динамо. Бобров быстро подбирается к воротам. И ноги бросается вратарь Динамо. Хомич! Но Хомич уже лежит на мяче. Ворота защищены. Мяч опять. Гол, мяч. Игра продолжается. Вот мяч попадает Боброву. Это правильный сайт. Хорошо. Динамовцы уже отвечают рядом атак. Динамо! 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 Попадает к одному из полузащитников Динамо. Он откидывает его. Динамо! Беркову. Динамо! Гол! Счет Гол! 1-0 идет игру команды Динамо. Однако этот забитый гол Болельщик. Болельщик. команда СДК упорно атакует ворота динамовцев. Он продвигается хорошо с ним быстро вперед. Вот играет грудью, потом Хомич. Подыгрывает головой. Хомич! Вот еще раз головой. Вот это удар! Вы нас порадовали классной игрой. А теперь порадуйтесь телеграммой на востребование. Посмотрите на имя Захара Гарбуза. Гарбуз. 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 А как имя? Захар. 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 Извиняюсь, нет. Вы посмотрите получше, должна быть. Гарбуз. Нет. Но, может быть, придет. Выходит, я выбыл из игры. Какой счет? 1-1. Но понимаете, Хомич. Пора разозлить почту, Мерген. И не задерживайся. И без того говорят, что мы плохо работаем. Развозить? Пожалуйста, пожалуйста. Телеграммы нет, значит, забыла. Я вернусь на Тихий Дон. Пойду возьму билет. Подожди, не горячись. Тут что-то не так. Поедем ко мне. Пошлем разведку, узнаем, как и что. Тут с саблей не пойдешь. Не любит, так не любит. Пойми, Керим, я люблю ее. Она мне дороже жизни. Тяжело мне будет тут, рядом с ней. Не вынесу. Поеду на Тихий Дон, посмотрю на его вольные просторы, и, может, мне легче станет. Поеду. Не расставались мы с тобой, Захар, 41-го года. Да,
всю войну прошли вместе. Давай закурим, как бывало на фронте. Давай. Сколько раз в походах мы делили последний табак, курили и пели нашу песню. Сколько рек средь лесов и полей, до Эльбы от Волги родной. Каждой поили мы наших коней, и все переплыли с тобой. Если мы вместе, мой друг, ты да я, пламя и воду прошли, нам друг о друге забыть нельзя, забыть нельзя, забыть нельзя. Даже в разлуке ты да я, товарищи и друзья. В трудных походах, тяжелых боях всегда вдвойне легче, друзья. Счастье и горе, и хлеб, и табак, делили мы все пополам. Если мы вместе, мой друг, ты да я, пламя и воду прошли, нам друг о друге забыть нельзя, забыть нельзя, забыть нельзя. Даже в разлуке ты да я, товарищи и друзья. Поедем ко мне. Тут немного осталось. Нет, лучше мне вернуться. Ты обидишь моего отца, мою родню обидишь. Поедем. Кумыш! Сейчас она распустится. Все работают, одна моя дочь не работает. Может быть, она больна? Нет. Я хочу, мама, увидеть, как расцветает роза, и выткать это на ковре. Ты думаешь только об этом? А говорят, кто увидит, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут в любви.
распустилась. Ах, мама. Едут, едут. Едут. Идем, идем. Я не привез его, Абиби. Я встретил машину Алтеага, в ней сидел Керим. И с ним какой-то русский. Они поехали в колхоз Акбакар. Этого не может быть. Понимаю. Соперничество, зависть. Они боятся нашего Меликуша. Они хотят отнять у нас нашего тренера. Сары, поезжай в их колхоз. Узнай, как имя этого русского, который приехал. Газ! Здесь газ. Отец! Керим! Долго я тебя ждал, Керим. Цел, невредим. Как видишь, Захар Горбуз, мой друг, о котором я тебе писал. Захар. Здравствуй, сынок. Здравствуйте. Спасибо, что приехал. Я очень рад. Это тот самый Захар, который не раз спасал жизнь нашему Кериму в бою. Да. Непес Ага, наш прадед. Салам, сынок. А это его сын, наш дед Турды Мухаммед. Салам. Наша бабушка. А это ее мама. Сталинград. Берлин. Ты хорошо защищал родину, Керим. Я выполнял ваш наказ. Какой он скромный. Да. Двоюродная тетя. Ее муж наш зять. Салам. Керим, салам. Здравствуй, Салам, Керим. Здравствуй. Салам. 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 Ох, ты уже пионер. Да, он у нас уже пионер. Здравствуй. Наши племянники. Салам. Салам. Племянницы и внуки. Это Лена, а это Ваня. Их родители погибли на войне. А теперь они наши дети. Ох, какая ты беленькая. Ох, какой ты молодец. Правнучек Мурат. Здравствуй, Мурат. Здравствуй, Салам Дурсун. Салам. Здравствуйте. Не узнаете? Джамал, здравствуй. Я узнаю твой голос. Ты выросла и похорошела так похорошела, что похищаешь слова у тех, кто тебя видит. Какая Джамал? Вот, Ну как твои успехи в коневодстве? Как поживает Каракуш? Ты мне писала, что это не конь, а черт. никого не подпускает. Одно Джамал, слушай. Еще бы, ведь я его выходила. Теперь тренировать надо. Для этого нужен хороший джигит.
всех коней. Должен выйти всадник свой, всех храбрее, всех быстрей. Обратно парад, нашему красавец лучше, чем наряд. Обратно парад, в глазах отчасти ярче звезд заряд. Сядет он в свое седло, денет ноги стремена, светлой радости полно будет сердце у меня. Обратно парад, нашему красавец лучше, чем наряд. Обратно парад, в глазах отчасти ярче звезд заряд. Золотые дни весны скрыть не могут зеркала, что глаза как ночь черные, а душа как день светла. Но правда говорят, что ты угрожает лучше, чем наряд. Но правда говорят, что глаза от счастья ярче звезд горят. Ах, зачем мне пестрый шелк, ах, зачем мне бирюза, мой любимый сад пришел. Мой любимый сад пришел, заглянуть в мои глаза. Если мы вместе, мой друг, ты да я. Дядя, вы донской казак? Донской. Правда, донские казаки лучше всех джигитуют? Хорошо джигитует. И лучше всех рубят шашкой? Неплохо рубит. Дядя, научите нас джигитовать. Вас? И рубить шашкой. Да вы еще маленькие, ребят. Надо сначала научиться ездить на коне. Мы умеем, мы туркмены. Ах да, я забыл. Вы же конники. Ну, тогда можно. А ты, Ваня, умеешь? Нет, Почему? я коней боюсь. Так ничего не боюсь, а вот коней боюсь. Да что ты. И потом они меня не слушаются. Знаешь, Ваня, кони любят характер в человеке. Они любят слушаться. Это уж у них такое лошадиное удовольствие — слушаться. Научите меня этому характеру. Ну что ж, попробуй. А это что за конь? Это каракуш. Каракуш. Это конь. Дядя, вы боитесь? Дядя! Прыгайте с коня, он убьет вас! Не уйдешь. Не уйдешь. Не уйдешь. Донского казака не бросит. Кто на каракуше? Захар Барбуз. О чем ты думаешь, отец? Я полюбил его как родного сына.
И мне очень жаль, если с ним случилась такая неприятность. Да, он переживает большое горе. Есть мудрая пословица: клин вышибает клином. А что ты этим хочешь сказать? Но где ты найдешь такую девушку, как Гюзель? А Джамал? Джамал еще красивее. Захар полюбит Джамал и забудет Гюзель. Нет, это невозможно. Захар не может забыть Гюзель. А почему ты думаешь, что Джамал может полюбить... Алтега, Керим! Алтега, Керим, Захаром несчастье! Скорей, скорей, идите же скорее сюда! Что случилось? Он сел на каракуша. Ну и что же? Ну, каракуша его разобьет. Успокойся, Джамал. Ни один конь в мире не сбросит и не разобьет моего друга Захара. Успокойся, успокойся. Ну вот. А ты боялась, что его разобьет. Хороший джигит. Хороший. Смотри, усмирил. Усмирил. Ну как, Захар, хороший конь? Это не конь, а птица. Его и зовут Каракуш. Значит, черная птица. Великий конь, первостатейных качеств. Нет, нет, ты посмотри, какие у него ноги. А шея. Воспитанник Джамал. Джамал, дорогая Джамал, да вас за такого коня расцеловать надо. Правда, Керим? Да, за такого коня можно расцеловать. А мы ее премируем. Верно? Салам. Салам. Ну, Сары, ты окончательно проиграл свои усы. Смотри, к нам приехал новый тренер. Кто такой? Захар Гарбуз, донской казак. Захар Гарбуз. Ага. Пах, пах, пах. Постой, постой, ты куда? Некогда, некогда, потом. Ах, хороший конь. Да. Ты слышал, что он сказал? Расцеловать. Они наступают нам на подковы. Но мы тоже не останемся в долгу. Гюзель, ты где? Иду, мама. Что, смотрела на дорогу? Ну, мам. Ай-яй-яй. Мы взяли 150 центнеров помидор с гектара. Вот как? Значит, мы обошли колхоз от Бакар на целых 0,5%. Да? Ты понимаешь, Гюзель, как это взволнует Алтеага. Ого. Но он хитрый и постарается отыграться на чем-нибудь другом. Ай, Биби! Ай, Биби! Ай, Биби! Ну, что такое? Вели мне молчать. Говори. Плохие вести. Ну, говори. Захар Гарбуз в их колхозе. Что? Он уже объезжает Каракуша. Ты что-то путаешь, старый. Я не путаю, своими глазами видел. Да. Успокойся. Я сама все проверю. Сары, едем. Едем. Я хочу выпить это вино за дружбу моего сына Керима
и славного казака Захара Горбуза. За дружбу туркмена и русского, за дружбу наших народов. За наших друзей Кирима и Захара! За нашу дружбу. За боевую. Отец, дай дутар. Я хочу играть. Наша самодеятельность. Если ты увидеть хочешь даже ночью свет зари, то своей любимой в очи улыбаясь посмотри. Если хочешь зимний вечер, ты услышишь соловья, то послушай, как щебечет нежно милая твоя. Будь я на твоем месте, я бы влюбился в эту девушку. Лихо владеет шашкой Керим. В бою он дрался, как Героглы. Что с вами? О чем вы загрустили? Тот же узор, что и на хурджумах, который подарила мне на фронте одна девушка. Я знаю эту девушку. Она учила меня ткать ковры. Гузель моя подруга. Вы едете к ней? Нет, кажется, не еду. Почему? Ведь вы ее любите. Да. День и ночь я мечтал о ней. Летел сюда, как птица на родину. Я послал ей телеграмму, просил ответить. Приехал, ответа нет. Тут, наверное, какое-то недоразумение. Вы поезжайте. А зачем я к ней поеду? О чем я буду с ней говорить? Ведь любовь по аттестату не потребуешь.
Пошли! Прыгайте, прыгайте, доставайте красивый платок. Подарок любимой девушке. Следующий. Плохо мерит, в сторону. Не достал? А ну, Байрам, покажи ловкость. Хорошо. Прыгайте, прыгайте. Доставайте платок для любимой девушки. Захар, Керим, давайте прыгать. Попробуем? Попробуем. Молодец. Красивый платок. А выше еще красивее. Чем красивее платок, тем он выше. А ну-ка, прыгай ты. Давай, Керим, прыгай. Оп! Хорош. Порвался. Крепко привязали. Жаль. Я его дарю тебе, а ты подари Джамалу. Твой трофей тебе и дарить. Идем бороться, Керим. Пошли. Разрешите? Пожалуйста. Примите в подарок от Керима и от меня. Керим прыгнул выше всех и достал для вас самый лучший платок, но он порвался. Керим у нас был лучшим физкультурником. А на подарок принято отвечать подарком. Что же мне вам подарить? Возьмите. Вам она понравилась? Возьмите на память о Гузеле. Спасибо. Айгуль! Элен! Какие вы стали красивые! Невесты! А кто из нас красивее? Скажи, кто? Кто? А кто из нас красивее? Скажи! Все кружится. Прошло? Извините меня. Ничего, бывает. Ай, Биби, приветствую тебя. Салам, Алтысь. Какой прекрасный случай привел тебя к нам. Я приехала поздравить тебя по случаю возвращения твоего сына. Спасибо. Рада видеть тебя, Керим. Здоровым, невредимым. Здравствуйте. Смотрите, это мать Гузель. Ну, идемте к нам. Захар Григорьевич Горбуз. Салам. Ну, а как у вас с помидорами? С помидорами? С помидорами? 103,5%. А у нас 104. Отстаете? А скажите, уважаемая Биби, как здоровье вашей Гюзель? Спасибо. Она вполне здорова. Кончает ткать свадебный ковер и выходит замуж. За кого?
За одного местного человека. Верный парень. Передайте Гюзель, что я желаю ей счастья. И спасибо за коня. Добрый был конь. Хорошо. Эх, река глубока, тихий Дон. Не знаешь ты, куда занесла судьба твоего сына. Много красавиц дома возле родного Дона кружат всем головушку, они сильней, чем хмель. Только я нашел зазнобушку здесь за 3 земель, дорогою широкой не раз я издалека обеды приносил на тихий дом. А с какой победой я теперь приеду, если сам впервые поведу? Он мой не вражья сила, и тебе меня скосила, душеньку казацкую измаяла тоска. Эх, развей Дон мой ласковый, ты кручину казака. Кручину казака. Как себя чувствует Захар? Он, кажется, собирается уехать на Тихий Дон. Он уедет из Туркмении с обидой? Этого нельзя допустить. Я с ним поговорю. Ты все-таки решил уехать? Да, Керим. Надо мне отсюда эвакуироваться. Как с фронта эвакуируют человека, получившего тяжелое ранение. Неужели мы с тобой расстанемся? Я не могу видеть, как ты собираешься. Ну, хорошо, хорошо.
Салам, салам. Ох, как выстроились, прямо хоть в полк. Дядя, вы уезжаете? Уезжаю. Совсем уезжаете? Приходится совсем. Вы обещали научить меня ездить на коне и рубить шашкой. Да, действительно обещал. Мы пришли поговорить с вами, Захар Григорьевич. Я с удовольствием буду вас слушать. Салам. Салам. Прошу. Дорогой Захар Джан, нам известно, что ваши родные погибли на войне. Да, мои родные погибли на войне. Нам известно также, что вы ехали к девушке, имя которой должно быть забыто. Она выходит замуж. Да, и это так. Нам известно также, что вы и мой сын хотели жить рядом и вместе работать. Мы об этом мечтали всю войну. Дорогой друг Захар Джан, наш колхоз будет считать большой честью, если останетесь в нашем ауле. В нашей семье будешь самым дорогим родственником. Дорогой Захар Джан, нельзя тебе от нас уехать с обидой в сердце. Останься, поживи, а мы сделаем все, чтобы ты забыл свое горе. Жились мы с Керимом, как нитка с иголкой. И не могу я с ним расстаться. Спасибо за честь. Спасибо. Спасибо. Я остаюсь. И будем работать вместе. А мы обсудим, что ты будешь делать. Пошли. Айда, держите, прошу. Дядя! Дядя Захар! Вы остаетесь? Остаемся! Дядя! Остаюсь, ребята, остаюсь. Приехал. Остаешься? Бьются сердца наши словно одно, ничем их нельзя разделить. Пусть хоть весь жизни мне жить суждено, друзей не успею забыть. Если мы вместе, мой друг, ты да я, пламя и воду прошли, нам друг о друге забыть нельзя, забыть нельзя, забыть нельзя. Даже в разлуке ты да я, товарищи и друзья. Давай закурим, как бывало на фронте. Давай. Новый кисет? Подарок Джемала. Хорошая девушка. Будь я на твоем месте, я бы влюбился в эту девушку. Захар, Кирилл. Мы совещались и решили, Захар будет тренировать Каракуша. Тренировать Каракуша? Ведь он может занять первое место в республике. Нет, Керим, это ты должен делать. Керим будет управлять коней фермой. А Джемал, она согласна, чтобы я... Каракуш ждет тебя. Так может я сейчас, а?
Так я пойду. Иди. Скажи мне спасибо, Керим. Я хорошо с ним поговорил. Теперь Захар всегда будет с тобой, а у меня в доме будет 2 сына. И ты знаешь, Джамал с его приездом совсем переменилась. Поет, танцует, каждый день в новом платье. Скоро мы будем праздновать свадьбу. Отец, ты всегда учил меня, что настоящая дружба выше всего на свете. Конечно, сынок. Особенно та, которая родилась в боях за Родину. Да. Но почему ты об этом спрашиваешь? Отец, я люблю Джамал. Я полюбил ее с первой встречи, с первого взгляда. А я-то сватал ее Захару. Что же делать? Отец, я решил уехать. Уехать? Но мы тебя ждали 6 лет. И ты так мало был дома. Я постараюсь забыть Джамал. И тогда вернусь. А может, Захар не полюбит Джамал? Ее полюбит даже слепой. По голосу можно узнать, как она хороша. Я не хочу мешать счастью своего друга. Вот что, сынок. Поезжай в Ашхабад на ипподром. Я нашел для тебя дело. Я хорошо знал и его отца, и деда, и прадеда. Его мать и бабушка были рекордсменками. Я помню. Они взяли всесоюзный приз. Но я думаю, при вашем мастерстве Меликуш далеко оставит позади своих предков. Посмотрите, вот он. Салам, Альдиди. Салам, начальник. Салам, Кенни. Салам. Ну, Альдиди, поздравляю. При таком тренере республиканский приз возьмешь ты. Ты будешь тренировать моего коня? Да, я буду. Как же это случилось? Меня прислал сюда отец. Отец? Да. У твоего отца благородное сердце. Змей! Так, учебной рысью! Корпус! Держать шенкеля! Шенкеля держи, Ваня, шенкеля! Молодец! Галопом! Держись, Ваня, крепче! Ну вот и 10-й урок закончили. Молодец, Ваня. Будешь джигитом? Ну как? Ездит, как туркмен. Хорошо ездит. Ну, а теперь Молодец. перерыв. Молодец, Ваня. О чем вы грустите? У вас какое-то горе? Нет. А я получил телеграмму от Керима. От Керима? А что он пишет? Приехал в Ашхабад. В Ашхабад? А он не пишет, когда он вернется? Не скоро. После скачек. После скачек. Так вы его любите? Ой, ой. Вы ушибли? Вам больно? Больно, но приятно. За Керима.
Золото лежит эта телеграмма здесь, а? Эти телеграммы до востребования всегда портят график соревнования. Гарбуз. Ну, кто его найдет, этого гарбуза? А не тот ли это Захар Гарбуз, который сейчас в колхозе Арбакар выезжает Каракуша? 15 число. Постой, постой. Ну да. Так это же он заходил в день того знаменитого матча, когда проиграла московская «Динамо». Он спрашивал телеграмму? Спрашивал. Но у меня у самого голова звенела, как мяч от этого матча. Немедленно поезжай и передай ему эту телеграмму. Но он же сделает из меня шашлык, начальник. Надо быть мужественным. 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 Мужественным? Мужественным. Ты еще здесь? Еду. Захару. Нет, Гюзель, ковровщица. Телеграмма от нее, и мы можем вернуть ее как невостребованную, не испортив графика. Салам. 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 Письмо? Говорят, ваш конь Меликуш не только быстрее всех коней, он даже перегоняет птиц. Ты медлишь, как человек с дурной вестью. Нет, от чего же? Вести хорошие. Салам? Гюзель-Жан, телеграмма, которую ты отправила до востребования, не передана. Но она и не потеряна. Пожалуйста. Как? Ты не передал телеграмму? Ах, вот почему он не приехал. Не получил телеграмму. Прошу расписаться в получении. Да? Где Пожалуйста. расписаться? Пожалуйста. Ты думаешь, поэтому он не приехал? Поэтому, только поэтому. Поэтому. Ну да, конечно, поэтому. Ах ты еще! Ну, теперь я буду сама почтальоном. Почтальоном. Да, почтальоном.
Я вам буду писать, Гюзель, а вы мне отвечаете. Я не снюсь. Я здесь. Все выяснилось, Захар. Тебе не передали телеграмму. Ты меня забыла. Мне очень тяжело. Я люблю тебя, Захар. Я жду тебя. Уходи, не тревожь. Спи, Захар. Спи, любимый. Ты знаешь, мама, он даже прогнал меня во сне. В наказание за это я взяла у него кисет. Вот он его и ищет. Когда мы встретимся, он будет смеяться. Апчи! Ты говоришь, он прогнал тебя? Да, прогнал. Ну какая змея этот Джамал? Что? Я была права. Она отняла у нас человека, которого ты, может быть, любила. И он носит в своем сердце ее имя. Посмотри. Конь в образцовом порядке. Говоришь, на тренировке показал новый рекорд? Да, на одну секунду выше всесоюзного. Не забывай, что у нас есть соперник. Твой друг Захар. Каракуш прекрасный конь, а золотой кубок хороший подарок на свадьбу. Салам, Алтеага! Салам, Ай-Биби! Спасибо тебе, Алтеага, за твой благородный поступок. Меликуш в руках Керима расцвел. Кирилл! Захар! Здравствуй. Здравствуй. Ну и соскучился я по тебе. И я тоже соскучился. И не только я. Джемал тоже соскучилась. Просила передать тебе привет. Спасибо. Ну, как твой конь Каракуш? А вот он, посмотри сам. Ее конь. Ну, Керим, кто кого? Я первенство не уступлю. Полюбуйся. Сын против отца. Да. Слушайте, слушайте. Сегодня начинаются республиканские скачки. На приз республики золотой кубок. Участвуют лучшие скакуны ахалтекинцы. Салам. Почему ты не торопишься? Я учила тебя ткать. За что ты погубила мое счастье? Я погубила твое счастье? Да, ты отняла у меня Захара. Захара? Она его любит. Сейчас распустится. Увидела? Я увидела. Теперь я вытку это на ковре, и люди увидят новый узор. Кто увидит, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут любви.
Трудно мне будет, Керим. Почему? Если я обойду ее коня, она огорчится. Как? Ты еще не забыл Гюзель? А как же Джамал? А что? Она, наверное, ревнует тебя. С какой стати? Она тебя любит. Что ты сказал? Я сказал, нам пора на старт. Нет, ты не это сказал. Хорошо. Я повторю. Повторю. Я сказал, что я люблю Джамал. Керим, дорогой, как я рад твоему счастью. Счастью? Ты любишь Джамал? Так она тебя тоже любит. Да. Я был так рад за тебя, что даже ударился головой об дерево. Салам. Здрасте. Керим, можно вас? А? Я наяву. Я вам не снюсь. И тогда не снилось, когда пропал ваш кисет. Кроме того, вам следует получить недоставленную телеграмму. Жду с нетерпением, встречать будет шофер Сары. Гюзель. Произошло недоразумение. Она его любит. Она его очень любит. И он ее любит. Любит больше всего на свете. Начинаем следующий заезд. Начинаем следующий заезд. Участвуют кони и наездники. Каракуш колхоза Анбакар. Наездник Керим Сердаров. Кто это на моем коне? На твоем Захар Горбуз. А на моем Керим. Остановите состязание! Они перепутали коней! Остановите! Уже поздно. Не волнуйся, Альбин. Захар скачет не хуже Керима. Кирилл! Захар! Кирилл! Захар! Какой противный твой Керим! Он обгоняет Захара! Керим противный! Нет, хороший, хороший! Смотри, старый Керим впереди! Смотри, Керим впереди! Как мне жаль твои усы! Захар! Газ! Газ! Нажми педаль! Педаль нажми! Нажми педаль! Давайте, кумырь! Это нужно еще выиграть! Кирилл! Захар! Хорошо. Молодец, Захар! Захар молодец. Ну как он смел сесть на моего коня? Захар!
Захар! Не отставай, Захар! Вперед! Вперед! Айда! Захар! Приближается финиш! Приближается финиш! Силы коней напряжены до предела! Кто будет первым? Кому достанется республиканский приз? Кто победит? Финиш приближается! Меликуш. Каракуш! Меликуш. Каракуш! Меликуш. Каракуш! Наши впереди! Наши! Наши! Поздравляю! Республиканский приз ваш, товарищи! Как я рада, что у тебя остались усы. На что мне усы, когда я проиграл поцелуй? Ты не проиграл. А? Что ты говоришь? У нас ничья. Ну скажи мне, Алтега, почему они поменялись конями? Я тоже об этом думаю. Что? Что такое? Что это? Мне кажется, эта картина не требует пояснений. А все-таки у нашего хлопка волокно будет длиннее. Это покажет осень.